было такое общество, которое называлось Орцхо. Они как раз жили именно по реке Фортанга, которая сегодня, ну, на той территории, которая сегодня по соглашению передана Чеченской Республике. Арцхоевцы на сегодняшний момент составляют 30% населения Ингушетии. Естественно, они участвовали в создании республики и в 20-х годах XX века, и также в конце XX века, когда возрождалась ингушская государственность, принимали активное участие во всех политических процессах, стояли на передовых и военных действиях во время Великой Отечественной войны и так далее, являлись достойными сынами ингушского народа. И получилось так, что их памятники, места, откуда они родом, были заброшены еще в середине XIX века, поскольку было насильственное и добровольное переселение в Турцию, в Сирию, в другие страны. То есть они были мухаджирами, и оставшееся население было переселено на плоскость, на территорию плоскости. И получилось так, что эти места пустовали долгое время, оставались только небольшое количество людей, проживающих в данных комплексах, которые были депортированы в 1944 году вместе со всем народом. С тех пор эти места как бы покрыты ореолом таинственности, так скажем. То есть они мало исследуются. Археологических раскопок на этой территории вообще не производят ни в советское время. Были две экспедиции. Одна под руководством Харадзе Рабакидзе и вторая под руководством Даутовой, которые просто поверхностно осмотрели эти комплексы. Были написаны несколько работ. Учитывая, сколько там памятников исторических, а их более сотни. А какие именно? Это памятники традиционного ингушского зодчества, боевые жилые, полубоевые башни, склепы, святилища. И очень много, они очень интересны по своим строениям, эволюции, которую можно просмотреть. Есть там, кстати, там есть также и очень интересные могильники древних, более древнего периода. Да, древние захоронения. Есть средневековые памятники, позднего средневековые памятники. И все эти памятники, они малоисследованы. И у нашего общества возник такой вопрос. Почему? Почему нет работ? Почему практически в науке не освещается эта тема? То есть вы пришли к выводу, что это специально делалось? Нет, нет, на тот момент еще нет. И мы начали исследовать эту тему, мы начали исследовать, конечно, очень много раз выходили и на руководство. Руководство Сунжинского района, поскольку территория входила в Сунжинский район, нам еще помогало. Далее, конечно... То есть настолько это было секретно? Администрация вам помогала в исследовании? Ничто не предвещало, что эта территория вот-вот перейдет... Не предвещало. Дело в том, что также эта территория входила в федеральный заповедник Эрзи, и она охранялась. Эта территория охранялась. Но дело в том, что ни в науке, ни в политике как бы она не значилась, дорогу туда не прокладывали. Население, например, последнего заселенного села, селения Датых, отдавили еще в 2000-х, в середине 2006, 2011, 2012 года, когда людей просто вынудили переселиться на равнину, тоже также с предгорной вот этой территории, вынудили различными действиями КТО, например, закрывали села на несколько месяцев, и они даже не могли там вести свое хозяйство. Ну, по сути, вы были чуть ли не первым человеком, ну, по крайней мере, общество точное, которые выяснили, что эта территория уже распределена. Да, вот я к этому подвожу. Дело в том, что этот вопрос поднимался еще в 2012-2013 годах, и чаще всего, когда узнали о том, что мы там работаем, чеченские исследователи выходили на нас, и они уже подводили к тому, что эти территории будут принадлежать им, что мы не имеем права на них работать, на этих археологических памятниках и архитектурных памятниках вести исследования, требовали от нас прекратить вот эти исследования. Естественно, мы обращались с вопросами и к своему руководству, в том числе и руководству Республики Ингушетия, обращались к заповеднику Эрзи, где нас уверяли в том, что это всего лишь провокации, чтобы мы просто не поддавались, никогда их не слушали, что на самом деле территория Республики Ингушетия, территория Сунжинского района определена, и она определена в тех границах,
который сегодня пересмотрели. Да, понятно. И получилось так, что в одну из наших экспедиций мы наткнулись на людей, которые там рубили деревья, то есть в заповеднике рубили деревья и прокладывали там дорогу. Естественно, это было начало августа. За месяц. Да, то есть трактористы, которых сопровождали вооруженные охранники, Ничего себе. прокладывали там дорогу. И насколько мы поняли, что когда мы начали обращаться к нашему руководству, многие чиновники, даже высокопоставленные, ничего не знали. Но, как оказалось позже, как глава заявил сам, Юнусбек Баматкериевич Евкур был в курсе. Он сказал, что это все проводилось тайно, но я так поняла, что чиновники, даже те, кто его окружал, в принципе, в большинстве своем ничего не знали, им было ничего не известно, поскольку я не думаю, что Сунжинский район помогал бы нам проводить эти экспедиции, если бы они были в курсе, Если бы они были в курсе. политики главы. Да. Калой, а можете прокомментировать